Набережная – это самая старая улица в городе Сухуми. Первоначально это была дорога, которая вела из форта Бамборы. Она проходила через западные ворота Сухумской крепости и выходила через восточные. Отсюда она шла вдоль набережной до форта Дранды. В начале XIX века улица не имела официального названия, просто набережная. Вдоль этой дороги были выстроены дома. Так образовалась Приморская улица. Лишь в начале 1860 года улица получила официальное название Михайловская набережная в честь наместника на Кавказе Михаила Николаевича Романова. С 1921 года она называлась улицей Ленина, а с 1937 была переименована в набережную Руставели. С 1994 это набережная Махаджиров в память об абхазах, депортированных в XIX веке в Турцию. Еще в глубокой древности море связывало Абхазию с окружающим миром. Сухумскую бухту образуют Сухумские и Кадорские мысы, далеко выходящие в море. Бухта сравнительно спокойная и глубокая. Эти преимущества и создают своеобразие Сухумского порта. Все гостиницы, стоящие на берегу города, имели свои собственные пристани. Первые пристани в Сухуми были деревянными и, конечно, не дошли до нас. В начале XX века были проведены изыскания по устройству пристани, каменной набережной и портовых сооружений. Конечно, Сухум – это приморский город, и наличие причалов здесь жизненно необходимо. Мы сейчас стоим с Игорем Петровичем, мостовиком по профессии. Мы стоим у причала, который находится на территории нашего знаменитого кафе «Брехаловка». За нашей спиной причал, подумать только, 111 лет этому причалу. И построили его руководители гостиниц «Ориенталь» и «Сан-Ремо». Игорь Петрович, вот в конструкции этого причала, хотя он уже в таком бедственном состоянии, угадывается все-таки какая-то былая мощь. Как построен этот причал? Ну, данный причал, как вы сказали, уже 111 лет, и за исключением пешеходной части ничего в нем не ремонтировалось. Построен он путем забивания свай, но сваи были не пустотелые, как трубы, там, а металл полностью полнотелый, и забивались они ручным способом по мере возможности, по возможностям тех времен. Простоял он довольно-таки долго. Функционально он должен был принимать небольшие маломерные суда прогулочные, выполнять роль для того времени, так скажем, туристических. Также приходили небольшие корабли с Турции, и, потому что здесь оживленное место торговли было, и все здесь происходило с помощью вот этого причала. Игорь Петрович, давайте немножко вызовем ностальгию у старых сухумчан. А ведь это тот самый причал, к которому подплывали катера для тех, кто хотел купаться на Сухумском пляже. Ну, это в советское время было так называемый рейсовый маршрут. Подходил прогулочный катер. Стоимость билета была условная, это, скажем, почти что даром. И он каждый час отправлялся на Сухумский медицинский, в то время тогда, пляж. Потребность была большая. Оттуда же также возвращались люди сразу в центр города. И он курсировал с ранней весны до поздней осени, до момента начинания периода штормов. И все-таки сколько стоил билет на это? Он стоил столько же, сколько и автобус, 5 копеек. 5 копеек, и вы были на медицинском пляже? Да, я сам, правда, тогда был немножко помоложе, пользовался услугами данного вида транспорта. Итак, причал у Брехаловки. Мы знаем, что его будут скоро реконструировать. Да. Знаем также то, что облик причала остается такой же, сохраненный. Это делается специально, чтобы никакие новшества не испортили впечатление от старого причала. Поэтому просто ждем, когда это событие осуществится. Самая большая трудность не только построить этот причал, это довольно-таки просто.
сложность представляет собой удаление всех вот этих разрушенных конструкций, многая часть которых уже под водой находится, в море агрессивная среда и отрицательная. Все это надо вытащить, убрать, чтобы не портили вид, и является безопасным тоже. Вот удивительно, Безопасность обнебенности. Игорь Петрович, ведь это же водолазная работа здесь очень много, правда? Много водолазных работ. Ну, сейчас... 111 лет тому назад эта служба неужели была настолько высокой, что вот это все можно было сделать? Ну, вы знаете, Санкт-Петербург тоже забит на сваях, и намного раньше, чем этот причал. Ну, было приспособление с помощью ручного труда, когда свая укреплялась на определенных распорах, и сверху люди через систему блоков поднимали какой-нибудь груз, били по этой свае, она медленно заходила. Да, это все шло медленно, но делалось и получалось. Итак, первая маленькая пристань, известная нам, была построена в Сухуми уже в XVIII веке. Она располагалась в районе кафе «Пингвин» и принадлежала почтовому телеграфу. В удобную Сухумскую бухту заходили военные корабли, торговые суда, мелкие филюги. Во время русско-турецких войн здесь курсировали турецкие корабли и русские судна. Почту привозили на маленьких лодках, которые подплывали к деревянной пристани. По ступенькам поднимали на берег, а затем относили в почтовую контору. Деревянная пристань просуществовала всего 37 лет, со временем пришла в негодность. Однако гранитная лестница, уходящая в море, осталась как напоминание нам о старом добром времени. Первая большая железная пристань, известная нам, была построена в Сухуми в конце XIX века. После русско-турецкой войны поставили вопрос о строительстве в Сухуми морского причала, и уже в 1880 году в городе была построена небольшая железная пристань, известная сейчас в народе как пристань с названием Амбра. На данный момент это самая старая пристань Сухума, ведь ей уже 137 лет. В 1892 году пристань была удлинена. Однако из-за мелкого дна у пристани к ней могли швартоваться лишь суда мелкого тоннажа. Более крупные суда обслуживались на внешнем рейде посредством шлюпок и магун. Через некоторое время старая железная пристань с мелководными причалами превращена была в водную станцию «Динамо», одну из лучших на морском побережье. В 1951 году была сооружена новая водная станция на базе существующей старой. Она располагала трибунами для зрителей, спортивным павильоном, залом для обучения плаванию, причалами для плавсредств, вышкой для прыжков. Она явилась своеобразной и весьма интересной архитектурной композицией на поверхности моря, в непосредственной близости от центральной части набережного парка и как один из основных его элементов. Сухумская лодочная станция для катания и прогулок по морю имела около 20 лодок и быстроходные катера. Кроме того, в течение дня беспрерывно курсировали между станцией и Синопским пляжем многоместные морские трамваи. Продолжением улицы Фрунзе была эта как бы уходившая в море казенная пристань. В июне 1952 года здесь был открыт летний ресторан под названием «Поплавок». Ресторан был хорошо оборудован и обеспечен высококвалифицированным персоналом. В 1958 году морская стихия разметала сооружение на балки и доски. Когда Абхазию в составе Грузии возглавил Михаил Бгажба, который был на короткой ноге с Хрущевым, он затеял строительство ресторана на том же месте, но уже на железных сваях и как бы парящим над морскими волнами. Поменялось и название ресторана «Амра».
Нижний этаж Амры был стилизован под морское судно с окнами-иллюминаторами. Железная казенная пристань – это следующая пристань, и страшно подумать, ей 137 лет, и она в не таком, мне кажется, бедственном состоянии, как наш первый причал. Что скажете, Игорь Петрович? Да, это первая пристань, построенная на территории современного Сухума. Она, конечно, находится в бедственном положении. Особенно передняя часть, это вот до так называемой наверху труба, что символизирует. Вот это было построено. Она служила как грузовая пристань для разгрузки судов, грузов. Правда, тогда суда были совершенно другие, но выполняла эту функцию. И та часть в очень тяжелом состоянии находится. Сейчас занимаются вопросами реконструкции, реставрации, и до сих пор не принято окончательное решение сохранить существующее здание. Оно такой уникальности особой не представляет, и под него подвести капитальное основание, или снести его, построить, а потом восстановить, реставрировать. Там более поздняя постройка, и в советское время там, если мы будем снизу посмотрим, там видно, что свежие сваи забивались, усиливались. Просто вот этот сам ресторан, я не знаю, мешал реконструкции вот этой первоначальной части причала. Игорь Петрович, но это мечта всех сухумчан, чья молодость прошла в кафе «Амра», чтобы снова восстановили. Я знаю, что вы с хозяевами имели контакт. Какие у них планы и что мы можем в перспективе увидеть? Да, у нас контакт, они занимаются как раз проектированием, и вот именно какого направления будет проект, это согласовывать надо со многими инстанциями. Но на сегодняшний день, до даже начала работ, они провели определенные виды работ, мы чуть-чуть в этом тоже участвовали, для того, чтобы на сегодняшний день, по крайней мере, здание не обрушилось в море. Это предоставит, потому что оно стоит буквально на низких сваях, передняя часть. Они их подвели, там усилили, да? И вот недавно был серьезный шторм, и мы все внимательно, оно вроде вело себя намного лучше, чем до того, как они провели эту работу. Выстояло. И все же вот это здание с иллюминаторами, оно будет разрушено или все-таки его оставляют? Что скажете? Вы знаете, все, наверное, упирает так, как тут будут привлечены, наверное, все-таки уже не государственные средства, а частных инвесторов. Более, наверное, будет выбран дешевый. То есть, чтобы сохранить вот эти иллюминаторы, это здание, снизу провести работы, это очень дорогостоящий будет. Все придется делать вручную, а если это, то намного быстрее. Ну, как будет принято решение? Если здание можно будет разрушить, значит, ну, изначально будет от берега до самого здания построено более широкий причал, да, современный. И когда подойдут к зданию, будет уже тогда окончательное решение приниматься. То есть вот этот второй причал, он может измениться до неузнаваемости? Нет, все хотят сохранить так, как, то есть реставрировать. Но реставрация убрать практически негодную уже часть здания и потом точно под этим чертежам такой же восстановить. Но есть такие задумки? Да, вот такой вариант. Или, но сохранить, да, потому что это лицо, память и все остальное. Ну что, вы нас утешили и дали нам надежду все-таки, что мы снова увидим Амру в своем расцвете. И, наконец, в советское время, в 1928 году, была построена большая причальная пристань по проекту архитектора Джмутовского, в которой уже могли швартоваться большегрузные суда. 18 декабря 1930 года к Сухумскому причалу, строительство которое имело важное значение для столицы, пристал первый теплоход «Абхазия».
На пристани судно встречали председатель ЦИК Абхазии Нестор Лакоба и строитель пристани инженер Копылов. В церемонии также приняли участие сотни граждан. Тип постройки головной части пристани в СССР применен был впервые. Подобной конструкции пристань есть в Гонконге. Особенность конструкции заключается в том, что 4 сваи забиваются кустом, одна около другой. Затем на них надевается бетонный цилиндр, и все свободное пространство в цилиндре между сваями заполняется бетоном. Это придает пристани особую прочность. К тому же цилиндр предохраняет сваи от действия морской воды и исключает возможность поломки отдельных свай от случайных ударов. В советское время к большой пристани пришвартовывались гигантские суда и круизные лайнеры. Все население города Сухум выходило на берег, чтобы полюбоваться на великолепные морские суда, сфотографироваться на их фоне. Праздничная атмосфера царила на берегу, когда на пристань сходила с трапов приезжая публика. Наконец-то Сухум дождался такой пристани, к которой могли подплывать большегрузные суда. И весь советский период мы знаем, что очень серьезные большие лайнеры стояли здесь на якоре, и мы лицезрели эту великолепную картину. Итак, самая большая пристань. Что вы скажете о ее конструкции, Игорь Петрович? Да, данная пристань, она соответствовала и на сегодняшний день тоже соответствует после проведения каких-нибудь там исследований и ремонтных работ для приема судов океанского класса. Так оно и было, и по 2 судна стояло одновременно. Головная часть сделана так, что сваи забиты там кустом по 3, 4, 5 близко друг от друга, потом на них опускалась цилиндр бетонный, на эти сваи они внутри помещались, и заполнялось все это бетонной смесью. Это существует для того, чтобы, потому что данная пристань, она выдерживает не только удары стихии, но такие факторы, как навал судна, то есть волна может качнуть, это многотысячное судно должно удариться, надавить на данный причал для его устойчивости и все. И оно соответствовало столько лет. Этому причалу тоже уже скоро будет 100 лет. Первый теплоход в 30-м году был пришвартован здесь. И на сегодняшний день оно, можно сказать, с натяжкой в удовлетворительном состоянии. Но необходимо проведение косметического ремонта, необходимо усиление каких-то определенных конструкций, чтобы при развитии массового такого большого туризма соответствовать тем уровням, оно являлось тем пирсом, причалом, который может принимать. Это также проведение углубительных работ, потому что за время отсутствия эксплуатации дна порта произошли наносы. Сейчас все равно глубина порядка на конце 10 метров, но для приема и гарантии того, что судно не будет повреждено, нужно будет произвести эти работы тоже.